Настольный теннис – олимпийский вид спорта, а 8-летний Дамир Иванов начал учиться играть 2 года назад у своего деда, тренера по теннису с 20-летним стажем. Дамир – смышленый и энергичный мальчик, второй ребенок в семье, где практически все любят заниматься спортом и поддерживают здоровый образ жизни. Он много играет в шахматы. И много рисует. Кстати, эти шахматы сделал наш прадедушка. Все дети нашей семьи играли в эти шахматы. Режим дня у Дамира расписан по часам. Он ученик 2 класса Тамалаканской школы, учится усердно и старательно. В послеобеденное время ходит в спортзал 4 раза в неделю. Тренировки у них начинаются с разминки, бегают, делают специальные упражнения теннисистов. Дедушка Дамира, тренер Владимир Федотов, занимается с детьми разного возраста. Я воспитал 5 кандидатов мастера спорта, а сейчас занимаюсь внуком в 2 классе учится. Он способный и трудолюбивый, и играет нормально. У меня занимается 15 детей с 1 класса, 7 класса. Самое большое достижение учащихся дети Азии играют, по-моему, Диана. И в этом году она путевку взяла первенство России и первенство Спартакиады России. За теннисным столом маленький спортсмен не отстает от старших. Быстрые резкие движения показывают его уверенность и талант. Я занимаюсь 6 лет по настольному теннису. Сначала было трудно настольному теннису. Потом меня учил тренер. Уже меня не трудно было. Мне очень нравится заниматься теннисом. Подрез накат, когда я вырасту, стану теннисистом. Первое соревнование будет осенью. Ученицы старших классов, которые уже участвовали и занимали первые места на разных всероссийских соревнованиях, поддерживают стремление Дамира. И мое первое соревнование было в 2016 году, Кубок Досуна. Я там заняла 1 место. И я очень обрадовалась от этого. И потом я начала очень хорошо играть и ехать на всероссийские соревнования. Я еще пока набираю рейтинг, и это очень хорошо. И я думаю, что в будущем буду тоже хорошо играть. Наш тренер очень добрый, не строгий, он просто похвально говорит о нам, что мы хорошо это делаем, движение. И если мы что-то не умеем делать, то просто он не кричит, а просто как рассказывает, объясняет, да, как правильно делать это движение. С подготовки с 6 до 7 лет можно. Но они еще маленькие, это хорошо. Они хорошо понимают, гибкие, маленькие, быстрые, такие энергичные, вот. И это помогает им тренироваться. Дамир тоже такой мальчик энергичный на каждых тренировках. Серьезный. Да, серьезный. Если ошибается или что-то не умеет делать, он немножко расстраивается из-за этого. Но все же веселый мальчик он. Теннис развивает у детей внимательность, быстроту реакции и мышления, укрепляет опорно-двигательный аппарат. Этот вид спорта в районе только начинает набирать популярность, но то, что Владимир Федотов воспитал в одном наследии 5 кандидатов в мастера спорта по настольному теннису, это огромное достижение.
Национальный вид спорта, который признан и введен во Всероссийский реестр видов спорта, это масс-рестлинг. Бесконтактное единоборство с простыми правилами требует силу, скорость, ловкость и быстрое мышление. В Верхневилюйской детско-юношеской спортивной школе работает Ариан Григорьев, инженер по образованию, ставший тренером-педагогом по масс-рестлингу. Здесь занимаются 24 юноша масс-рестлинга по списку, да. Сейчас они, так как сейчас идет подготовка к экзаменам, да, у некоторых перерыв, каждой осенью идет отбор в группы, и в эти группы зачисляются дети с 11 до 17 лет. В зимнее время мы занимаемся в манеже Искогун. Когда на улице тепло, мы стараемся выйти на свежий воздух, так как на свежем воздухе заниматься полезно для здоровья. В игры Манчары в 2017 году построили такой хороший стадион, и тут очень хорошо заниматься. Соревнования по масс-рестлингу в республике очень мало. Поэтому мы стараемся ездить в каждое соревнование, где проходят. И наше самое главное соревнование будет проходить в сентябре. Первенство Республики Саха-Якутия. И те, кто там займут первые места, поедут в Россию. Поэтому мы хотим сделать в летнее время оздоровительный лагерь, чтобы дети не теряли форму, да, чтобы в сентябре были готовы. Вот. Планируем вот в этот сезон хорошо там выступить. Помимо практических занятий, да, вот занятий в зале, мы смотрим разные соревнования, да, игры Дегына, например, многоборья, разные фильмы, да, детям рекомендую смотреть спортивные, которые мотивируют, да. Масс-рестлинг сейчас очень на высоком уровне в мировом, да, масштабе. В этом году на Исехе Туймады в Якутске будут проходить чемпионат мира по масс-рестлингу. Там приедут более 50 стран участвовать, да, мужчины и женщины. И мы хотим тоже там увидеть, да, какие там будут проходить соревнования. Я сам начал заниматься масс-рестлингом с 8 класса, вот в Верхневильской второй школе. С этого времени прошло уже более 10 лет. Мы тогда занимались не в таком вот зале, да, а в деревянном зале. И там ходили много детей, занимались. А вот сейчас, в данное время, дети очень... очень мало детей занимаются спортом, вообще спортом. Не только масс-рестлингом, да. А вот в зале приходим в зал, и такая хорошая обстановка, да. Все есть, да, тренажеры, поле, мячи, все есть. И по сравнению с того момента, да, когда я начал заниматься масс-рестлингом, сейчас прошло очень много времени. И дети сейчас занимаются, ну, есть дети, да, которые занимаются хорошо, да, не пропускают, да, тренировки, но их мало очень. Мы хотим провести в следующем году чемпионат республики среди взрослых, вот в Верхневилюйске, да. Первый чемпионат будет проходить вот у нас в Верхневилюйске, еще не проходили чемпионат республики по масс-рестлингу, да. И я хочу, чтобы дети, увидев эти соревнования, они захотели заниматься масс-рестлингом, чтобы популяризировать, да, масс-рестлинг среди детей. И чтобы они знали, какие у нас есть хорошие мастера спорта, да. У нас с Верхневильского улуса есть даже мастера спорта международного класса России и республики. Для занятий масс-рестлингом не нужен дорогостоящий инвентарь, не требуется и специальное оборудование и сооружение. Устроить состязание можно на небольшой площадке, в помещении или в любом месте на открытом воздухе. Потеплением и улучшением погоды воспитанники ДЮСШ часто занимаются в стадионе. Я начал заниматься масс-рестлингом около 2 месяцев назад. Меня в этом спорте привлекло, что я могу стать еще сильнее, чем я был
до этого и более выносливым. Мне тренировки очень нравятся. Занятия спортом мне ничем не мешают. Я пока не участвовал в соревнованиях. Мои первые соревнования будут в сентябре этого года. А Никита занимается масс-рестлингом второй год, участвует в весе 60 килограмм. Молодой человек очень способный, целеустремленный и искренне любящий спорт. Участвовал я в республиканских и улусных соревнованиях. В улусных соревнованиях я занимал первые места. В республиканских пока еще нет. Вес у меня 62 килограмма. Участвую на 60 килограмм. У меня тренировка все хорошо. Я прихожу примерно пораньше. Занимаюсь 4 раза в неделю. С 4 до 6 вечера. Мы сначала бежим 10 минут, потом разминаемся, после разминки барьер. Прыгаем барьер. 10 барьеров по 5 подходов. Потом занимаемся, например, в понедельнике день ног. Делаем приседания, качаем ноги. Потом во вторник день спины. Мы это делаем становую тягу и блок-тягу. Меня вообще заниматься масс-рестлингом люблю уже второй год. Наш тренер очень требовательный и ждет от нас больших результатов. Я в этом году планирую участвовать в республиканском соревновании по масс-рестлингу и занять там призовые места. Для этого, чтобы достичь хороших результатов, надо больше тренироваться и не пропускать занятия. Каждый вид спорта по-своему полезен, особенно современному человеку. Занятия спортом делают нас выносливее, укрепляют мышцы и в целом улучшают физическую форму. Регулярные занятия помогают держать организм в тонусе.